Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача по сводкам ОМВД. И с вами в студии Оксана Александрова. И коротко о наиболее интересных происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. 10 января 2019 года около 5 часов утра, находясь в квартире дома, расположенном по проспекту Ленина, ранее судимый гражданин в ходе распития спиртного со своим другом и возникшего впоследствии с ним ссоры нанес ножевое ранение в область сердца, от чего последний скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек задержан. 27 января 2019 года около 15 часов гражданин 1984 года рождения, находясь у себя дома, в ходе совместного распития спиртного с сожительницей, возникла ссора, схватив со стола кухонный нож, ударил ее в область живота слева и причинив последнее телесное повреждение в виде колото-резаного ранения передней брюшной полости, которое оценивается как причинение тяжкий вред здоровью по признаку опасной для жизни. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. За январь на территории города Канаш зарегистрировано 54 преступления, раскрыто 17 ранее совершенных преступлений. К административной ответственности с начала года привлечено 753 человека. Разыскано 2 преступника, установлено местонахождение 2 пропавших несовершеннолетних и 4 лиц, пропавших без вести. Мы напоминаем, если вы стали жертвой преступного посягательства, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию. Своевременное обращение существенно повышает вероятность раскрытия преступления по горячим следам. С мобильного телефона вы можете набрать 102. Также можно набрать номер единого экстренного канала помощи 112. МВД России особое внимание уделяет раскрытию и профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, за 2018 год сотрудниками нашего отдела выявлено 59 фактов. Из них 57 фактов сбыта и 2 факта, связанных с хранением наркотиков. За совершение данного вида преступления осуждено 7 лиц, из них 3 несовершеннолетних. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Канашу предоставляет государственные услуги по 3 направлениям деятельности. Если нет возможности обратиться за получением государственных услуг по линии МВД в рабочие дни и часы приема подразделений нашего отдела, вы можете обратиться за получением в многофункциональный центр города. Сотрудники МФЦ принимают заявителей и формируют их обращение на получение государственных услуг, обеспечивают сбор документов, необходимых для оказания государственных услуг, ведут контроль за ходом предоставления госуслуг и информирование заявителей об этапах оказания государственных услуг. Задачей МФЦ также является организация получения результатов государственных услуг и выдача готовых результатов заявителям. В настоящее время в МФЦ возможно получение следующих госуслуг: выдача справок о наличии либо отсутствии судимости и факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. Также оформление и выдача водительских удостоверений, выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств, выдача замена паспорта гражданина Российской Федерации, оформление и выдача заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах России, осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. МВД по Чувашской Республике информирует вас о начале отбора кандидатов на очное обучение в образовательной организации МВД России в 2019 году.
Подготовка квалифицированных кадров осуществляется в образовательных организациях МВД России за пределами Чувашской Республики. В Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Санкт-Петербурге готовят специалистов для службы в органах внутренних дел по специальностям: правоохранительная деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности, судебная экспертиза. В образовательные организации МВД России принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудников органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор. Алгоритм действий абитуриента, желающего поступить в образовательные организации МВД России на очную форму обучения в 2019 году. Это обратиться в орган внутренних дел по месту жительства до 1 мая 2019 года. В отделе кадров написать личное заявление о направлении в учебное заведение МВД России. Пройти по направлению медицинское освидетельствование, то есть военно-врачебную комиссию и комплексное психодиагностическое обследование. В июле 2019 года после получения извещения о допуске к абитуриентским сборам явиться в образовательную организацию МВД России с оригиналом документа, удостоверяющего личность, и оригиналом документа государственного образца по образованию, то есть аттестатом. Следующий этап – предоставить при регистрации сведения о результатах ЕГЭ. И непосредственно в образовательной организации сдать дополнительные вступительные испытания. Это профильный предмет и физическую подготовку. За справками вы можете обратиться по телефону 3 67 28. На этом наш выпуск завершен. С вами была Оксана Александрова. Будьте бдительны и берегите себя.